Добрый вечер, город. Добрый вечер всем, кто смотрит телевизионный канал «Интеграл». Сегодня мы в гостях у клуба «Боевые перчатки». Это наша не первая встреча и, надеемся, не последняя. Повод для этого более чем достаточный. С 30 июля по 2 августа в нашем городе будет проводиться мира среди юниоров, который пройдет 25 сентября этого года в Монреаль, Канада. Сегодня в нашей беседе принимает участие председатель спортивного комитета нашего города Киреев Борис Борисович, старший тренер республиканской детско-юношеской школы Размахнин Николай Георгиевич, а также ребята, вот, в принципе, то, из-за чего мы сегодня здесь собрались. Дело в том, что из этих ребят, наверное, кто-то имеет шанс попасть в Канаду. Это уже известные по нашим передачам ребята, такие как Сергей Исмаилов, Торопов Александр и Майоров Юрий. Все мастера спорта. А вот ребята Александр и Сергей — это победители первенства Советского Союза и международных турниров. Те, кто смотрел нашу передачу, которая была примерно год назад, наверное, помнят этих ребят. Николай Георгиевич, за тот год, который мы не встречались с вами, у вас, наверное, произошли определенные какие-то сдвиги в вашей работе. Вот я смотрю, у вас база изменилась, притом к лучшему, наверное, о лучшей базе трудно мечтать в нашем городе. Но мы наконец-то получили базу, где можно действительно проводить тренировки, нормальный учебно-тренировочный процесс именно вот в этом зале, где у нас есть зал ОФП, игровой зал, есть сауна. У нас зал сейчас отличается всем требованиям. Вот зал бокса такой должен быть. Я считаю, что в 2014 году все-таки откликнулась администрация. С вами мы в прошлый раз говорили, что все будет нормально, если мэром города станет боксер. Я, насколько знаю, Эдуард Яковлевич к боксу отношения не имеет, но все-таки дело у вас с мертвой точки сдвинулось. Кто-то вам помог в этом плане? Да, помог. Мне, между прочим, помог найти этот зал. Был бывший архитектор Перписов Виктор Веремеевич. Он помог. И, естественно, потом там институт граждан-проект, там Иван Иванович Закатушка. Вот мы это все, и когда строился детский сад, мы ходили тут, нашли, и тут сделали, естественно, меньше отсыпку, чтобы повыше потолки были. Ну и так. То есть к базе у вас тренировочной теперь уже претензий нет? У вас да, к базе сауна, зал, спортивный раздевалка, да. все как положено. Николай Георгиевич, все-таки в первый раз, наверное, в нашем городе на таком уровне проводится такое соревнование. Скажите, почему именно Нерюнгри? За что так Нерюнгри полюбили руководители большого ранга и проводят именно здесь отборочные? Спорткомитет предложил нам, почему у нас два явных претендента на участие в чемпионате первенства мира. Это вот Александр Да, Саня Серега. И есть у нас еще Смирнова. Значит, в Якутии у нас 3 человека, которые явно претенденты на мир. Поэтому мы имели полное право выдвигать свою кандидатуру. Ну и предложили. Да, и это почему еще у нас, потому что чемпионат это мира будет в Канаде, а у нас немножко условия климатические на какой-то широте, мы якобы находимся с Нерюнгри, Канада, что-то похоже. Часовой пояс, во-первых, и немножко подходит именно вот Среднегорье, Канада, мы вот это все сопоставили. Ну и самое главное, условия мы могли и где-то и на Кавказе все делать. Самое главное, это вот то, что ребята, конечно, это... Сколько вообще здесь будет представителей? С каких городов, с каких республик, может, наш? Ну, здесь у нас будет в основном сборная России, будут участвовать это победители призера России и победители призера чемпионата Европы, что проходил. Они на России не участвовали, потому что они завоевали право здесь победить Европу. У нас там, по-моему, человек от России человек 6, наверное, было. Вот тут у нас в основном делегировать будет сборная России на первенство мира. Будет команда, уже будет Россия. Поэтому старший тренер России, Савин Геннадий Иванович, он ориентируется только на боксеров российских. Вот на чемпионат мира поют российские боксеры. Николай Георгиевич, вот у нас новый председатель спортивного комитета в городе, Борис Борисович. Как-то вы с ним контактируете? Что-то вы от спортивного нашего комитета какую-то поддержку, помощь получаете, или вот все только за счет спонсоров? Да, нет, именно что у нас председатель спорткомитета
именно что в этот раз, но первый, который именно болеет за спорт, нам помогает. Борис Борисович, вот это доверие, которое вам оказывает спортивный клуб, наверное, надо как-то оправдывать. Какие ваши планы в отношении вот именно нюрнбергского бокса, конкретно вот по боевым перчаткам по клубу? Ну, мы с Николаем Георгиевичем начали сотрудничать еще тогда, когда я работал в городском отделе народного образования. Тогда встал вопрос об организации открытия здесь, уже с учетом существующего клуба, детской спортивной школы с постоянным финансированием и, конечно, своей базой. И вот Николай Георгиевич говорил о том, что, значит, усилиями администрации города, строителей, института архитектуры была создана такая база, которая сегодня действительно отвечает, как говорит, тем требованиям, которые определяются тренировочному процессу. Вот. И то, что сегодня отборочный турнир проводится в Нерюнге, я думаю, это большое подспорье будет развитию бокса вообще вот в нашем регионе, в том числе в нашем городе Нерюнге. Во-первых, это своего рода прекрасная пропаганда для ребят. Ребята увидят наших лидеров на ринге. Я думаю, что нерюнгринцы многие придут поболеть за наших ребят. Я уверен в этом, потому что хотелось бы, чтобы наши ребята представили наш город на первенстве мира в Канаде. Сергей с Александром, вы основные претенденты на Канаду. В международных соревнованиях вы не новички уже. Скажите, пожалуйста, вот то, что в вашем клубе «Боевые перчатки» вот вы вдвоем так явно лидируете, к чему вы это относитесь? Относитесь к вашему лично спортивному таланту, к таланту вашего тренера, и не в ущерб ли это всему клубу, то, что, допустим, Николай Георгиевич занимается вами, остальные ребята, они не остаются в тени, как вот вы считаете? Не остаются. Вы не забираете на себя львиную долю вот всего энергии, то, что может отдать вам ваш тренер? Да они тренируемся вместе со всеми же. Как мы можем забирать? Просто по сборам, наверное, чаще ездим. Поэтому... Скажите, пожалуйста, ребята, вот у вас сейчас, дай бог, конечно, чтобы вы прошли вот эти все отборочные туры, поехали в Канаду. Это, наверное, будет, ну, в боксе есть соревнования более престижные, чем чемпионат мира? Ну, есть Олимпийские игры. Сейчас вы видите, там что-то убрали бокс Олимпийских игр. Да, вот, кстати, хотел я сказать, вчера по телевизору смотрел интервью Антонио Самаранчо, он предлагает убрать борьбу и бокс. У них много, как сказал он, поклонников, но еще больше у них, как, недоброжелателей. Считается, что это жестокий вид спорта. Что это жестокость. Вот ваше отношение, вы непосредственно занимаетесь этим видом спорта. Что это такое? Это все-таки спорт или все-таки это какая-то жестокость, насилие? Спорт, конечно. В хоккее там всяких больше травм, чем в боксе. Многие боксеры... Боксинги ногами бьют, это не страшно, а в боксе только руками, чисто по всем правилам. Николай Георгиевич, вот многие родители боятся отдавать своих детей именно в секции бокса. Бытует такое мнение, что у них потом, вот, когда они становятся взрослыми, у них что-то ненормальное, отклонение по психике, там вот постоянные удары по голове идут. Это что-то имеет под собой какую-то почву? Боятся, я много знаю, вот, родители, они куда угодно отдают, только вот не в бокс почему-то. Это просто они наслышаны просто. У нас боксеры, кандидаты, доктора наук. Даже, кстати, первый олимпийский чемпион по боксу был математик Пифагор. Олимпийский чемпион по боксу был. Да, мэр Москвы, А как он мог стать Лужков тоже. математиком, если он олимпийский чемпион? Ну вот, в принципе, этим все уже сказано.